Василий Николаевич Лихачев – выдающийся государственный деятель и Российской Федерации, и Республики Татарстан. Мы познакомились и начали достаточно близко товарищески работать, когда он был председателем Государственного совета, заместителем председателя Совета Федерации, я заместителем председателя Государственной Думы. Он был очень ответственным государственным деятелем. Вот здесь вот группа людей стоит, которым посчастливилось работать с Василием Николаевичем в то время, когда он был постоянным представителем Российской Федерации при Европейском Союзе в Брюсселе. Я должен сказать, что у нас навсегда в памяти останется, какой он был руководитель. Несмотря на свои большие регалии, он был не только дипломат, он же был уже большой государственный деятель с большим государственным опытом. И вот каждое наше очередное совещание всегда превращалось в очень интересную лекцию. Мы так напитались от него вот этим опытом. И несмотря на все это, он всегда был очень доступным человеком. В любое время к нему можно было обратиться было с просьбой или по делам, или с личной просьбой. Он всегда, никогда не отказывал. Все-таки уверен в этом и работаем над этим, что между Российской Федерацией и Татарстаном будет такой. Перед нами станет очень трудная и трудоемкая, точнее, задача провести переговоры с российским руководством по многим проблемам, включая и вопросы финансового и бюджета. Но я его знал и в те годы, когда он был одним из активных строителей и создателей нового российского государства. На посту вице-президента Республики Татарстан он там внес значительный вклад, провел реформы, заслуга его в развитии федерализма и парламентаризма в России. Но прежде всего это был, конечно, замечательный человек, высокой эрудиции, больших знаний, доброй души, очень доброжелательный по отношению к людям, к решению любой проблемы, активный. То есть из таких людей складывалось наше российское государство. Василий Николаевич всегда был ровный, сильный, надежный, спокойный, интеллигентный. Никогда не делил людей на нужных и ненужных. А если говорить вообще абстрактно, то, наверное, я все возможности, которые предоставляются этой ситуации, направил бы на создание такого микроклимата в нашем обществе, когда бы не было йоты возможности унизить человека. И наоборот, чтобы этот человек почувствовал свою силу, почувствовал свой потенциал, и каждый мог бы сказать: я нужен на этой земле, я нужен этим людям. Мы сегодня простились с Василием Николаевичем. Он, наверное, сам того не предвидя, собрал сегодня здесь всех земляков, наших депутатов, всех, наверное, выходцев из Татарстана, которые живут в Москве. Но мы все эти годы общались, встречались. Последние, две встречи у нас были в аэропорту. Он постоянно летал, постоянно был бодр, жизнерадостный. И каких-то у меня мыслей даже вообще не было никаких. Он очень оптимистично был настроен. Я бы хотел заострить внимание на его человеческом факторе. Он был общительный, внимательный, с ним всегда было приятно поговорить. Мы потеряли сегодня земляка с большой буквы. Его годы работы в Татарстане как раз самые сложные годы. Это становление, это суверенитет. Поэтому, именно в этой ситуации, может быть, сам Господь Бог послал такого мудрого, выдержанного, такого политика нам. Поэтому я думаю, что огромная память останется у людей Татарстана о нем. А как вы проводите свободное время? Это прежде всего чтение. Я не скрываю, очень люблю детективную литературу, историческую, записки дипломатов. У меня очень большая коллекция литературы, связанной с дипломатической деятельностью. И на французском, на английском, на русском языке. С гордостью говорят: мы, Татарстан,
в этом огромная штука. Конечно, ведь Михаила Шариповича Шаймиева и его команда, в которой выдающееся место занимал Василий Николаевич. Я хотел бы сказать о том, что мы с Василием Николаевичем были знакомы много раньше этого. Он в Казани, выдающаяся Казанская юридическая школа, приехал мальчишка из города Горького. По тем временам это было абсолютно нетипично. Превосходно владел иностранными языками. Ему прочили знаменитый здесь, в Москве, Институт иностранных языков, но он выбрал Казани, выбрал юриспруденцию. Уникальный случай для всей советской системы высшего образования. И по сегодняшний день, полагаю, подобного примера нет, когда дипломная работа студента Лихачева была признана кандидатской диссертацией. Я хотел бы сказать о том, что Василий Николаевич ворвался в науку и выбрал для себя международное право. И его ранние работы молодых лет профессора Лихачева, посвященные принципу универсальности в современном международном праве, либо пробелам в международном праве, по сегодняшний день являются классикой международного правового закона. 90-е годы это были, наверное, самые тяжелые за последние 30 лет. И его вклад в том, что Татарстан сохранил единство, сохранил экономический потенциал, очень значителен. Он действительно в то время был ближайшим сподвижником Минтимира Шариповича, и я ценил его и как государственного деятеля Татарстана, где бывал, и как, конечно, российского государственного деятеля и выдающегося юриста. Могу сказать вам только одно, что я с ним проработала в Совете Федерации вместе несколько лет. Он был заместителем председателя Совета Федерации. Потом его назначили постоянным представителем в Брюссель. Это был абсолютно чистейший человек, исключительной порядочности. Никогда ни на кого он не сказал плохого слова. Все, что было связано с ним, с его соратниками, с людьми, с теми, с кем он работал, о нем только хорошие отзывы, только хорошие. И вы знаете, это потерян такой клад потерян. Вы даже для России и Татарстана, вы даже не представляете. Царство ему небесное, и пусть земля ему будет пухом.